мне кажется, это уже попадет в эфир, как ты выпил кружку. Уже попало? Или уже попало? О, Все, уже попало, да. Хайрлы дуслар, хайрлы ипташляр, добрый вам четверговый вечерний день, вечернее время точнее, да? Добрый вечер вам. Дуслар, у кого как слышится наш голос, качество звука, напишите, пожалуйста, в чате, давайте сделаем небольшую перекличку. Дуслар, давайте. Ну, бисмилляхи-рахмани-рахим, Аллаху тапшырдык. Сегодня мы проводим стрим. Мой коллега, мой соавтор на канале Татар Мира Ильнар Гарифуллин. И мы сегодня будем обсуждать с ним проблему, в принципе, наверное, даже прикладную и в то же время такую философскую, глубокую, да, вопрос о политизации вообще татар в современном мире, в современной России. Мы с ним договорились сделать небольшой такой разграничение. Значит, я расскажу про расклад, который у нас есть предвыборный в Татарстане, а Ильнар расскажет, что у нас есть в Башкортостане. В общем, сразу говорю, что нам интересны те кандидаты в депутаты, которые, ну, можно сказать, выражают интересы, чаяния, потребности татар. Именно потому, что у татар есть интересы, это значит сохранение родного языка, татарского языка, то есть его преподавание в школе. Это вопросы идеологические, вопросы преподавания истории татар, перепись тоже важный вопрос для татар. И вообще существование культуры, а как мы знаем, что у нас культура-то в стране по остаточному принципу финансируется, так что не знаю, что там до нас, до татар доходит, до нашей татарской культуры. В общем, сразу скажу, что у нас 17-19 сентября будут выборы в Госдуму. Вот лично, что я вижу, да, может быть, вы, уважаемые наши комментаторы, больше меня увидите, шире меня увидите, но по Татарстану пока такая картина. Совсем недавно заметным стал наш депутат Госдумы Ильдар Ирикович Гильмудинов, который является, значит, заместителем председателя комитета по национальностям у нас в Госдуме. Вот своим, ну, сначала неоднозначным заявлением про то, что якобы там в паспорта хотят вернуть графу «национальность». Татарская аудитория, в принципе, восприняла эти его слова как инициативу полезную. Все татары за графу «национальность» в паспортах. Но я сам готовил материал, я разговаривал с Ильдаром Ириковичем. Он, конечно, сказал, что никакая это не законодательная инициатива, и вообще это просто обсуждение в стенах Госдумы. Причем тему с графой «национальность» у нас инициируют только представители коренных малых народов Севера, Сибири, Дальнего Востока. В общем, Ильдар Ирикович, видимо, как глава ФНКАТ, Федеральной национальной культурной автономии татар, хочет сказать, что общественные организации татарские в графе «национальность» не заинтересованы, а он как председатель тоже. В общем, тема ушла, все в небытие, мы немножко пообсуждали, вроде как поднялись, так понравилось нам, а все. Просто получился такой информационный, можно сказать, пшик. Вот. Зато мы узнали, что, оказывается, в рядах русских националистов есть как противники этой графы «национальность», так и сторонники. Причем это даже все локально, вот на уровне одного там Царьграда, который татары в кавычках любят, да. Все, в общем, что там по языкам, как там будет у нас выстраиваться система образования для татар, Ильдар Ирикович пока еще ничего не сказал. Я еще видел, как татары обсуждают какое-то интервью Ильдара Ириковича в соцсетях, где он, значит, опять сказал, что все проблемы, все вопросы по сохранению татарского языка должны лежать на плечах там семьи, как бы государства. Старые байки. Да, вот. И, значит, второй наш яркий кандидат, который, в принципе, наверное, да, он по сравнению с Ильдаром Ириковичем, наверное, больше выражает наши татарские чаяния, наши татарские интересы, это Дамир Абы Исхаков, который присоединился к партии Максима Шевченко, забываю, как называется. Российская партия «Свобода и справедливость». Да, РПСС. да, вон у нас вот кандидат в депутаты. В принципе,
он выражает интересы, его даже Максим Леонардович Шевченко называет там выразителем татарского федерализма. Все, башкирский федерализм нет, есть только татарский федерализм. Жалко на самом деле, жалко очень плохо. Почему федерализм на своих плечах тащат одни только несчастные татары, ну может быть еще якуты. Где другие народы? Вам что, федерализм совсем не нужен? Вот, при всем моем уважении к Максиму Леонардовичу, при всем моем уважении, почтении, авторитетному, и я считаю авторитетом Дамира Абу-Исхакова, но партия его, она недавно как бы создалась, и у них долгий дальний путь в партостроительстве. Не знаю, получится у них или нету. Смогут они там набрать хотя бы 3%, чтобы сесть на федеральное финансирование из бюджета. Дадут им какие-то выборы, какие-то мандаты. Не знаю, везде, вы сами знаете, как у нас голоса считаются в России, поэтому много ли они соберут. Вот лично я иллюзий не питаю, но, конечно, хотелось бы, чтобы политики интересовались и вопросами татар тоже. Ну вот пока у нас не все так гладко, не все так густо, хотелось бы, конечно, и погуще. Вот, в принципе, я больше ничего не вижу интересного в нашей этой предвыборной кампании, чтобы хоть какой-нибудь кандидат в Госдуму, неважно, КПРФ, Единая Россия, Справедливая Россия, обратился к татарам и сказал: вот, татарлар, сізге нәрсе керек, тілегіз сақларған да, тарихларны сөйләшергән да, китапларда язарга. Нету ничего этого. Как будто вот татары вообще неинтересны, как, знаешь, такой вот идеологический, политический субъект. Как будто мы вот вообще пофигу на татар. Я думаю, что вообще шире надо говорить, вообще народы России. Да, да. Так, в принципе, не только татары, поэтому... Да, давай, Ильнар, теперь что у нас творится по Башкортостану, если там кандидаты, которые бы отвечали чаяниям и интересам татар Башкортостана? Что с ними происходит? Ну, в частности, я все-таки, наверное, это более такая глубокая тема, поэтому начнем с общих вещей. Действительно, это предвыборная кампания, как и всеми политологами отмечается, одна из самых скучных. Я тоже на себе тоже это вижу, потому что никакой предвыборной ни агитации, ни каких-то там дебатов, ни каких-то серьезных предложений и даже лиц, которые бы участвовали в этих выборах, широкой аудитории практически нет. То есть в этом отношении это, можно сказать, худшие выборы по вот степени такой интереса к ним электорального за последние там даже 30 лет, наверное, да, по крайней мере. Если считать с постсоветского периода, да. Хотя у нас самые интересные выборы, говорят, проходили именно в советское время, да. В 90-м году выборы в Верховный Совет РСФСР и там одновременно еще Верховные Советы регионов, республик, там, Татарстана, Башкортостана в частности, да. В этом отношении, конечно, это скучно. Что касается вообще национального вопроса в контексте выборов, то да, действительно, ни одна партия, ни один из кандидатов, да, за исключением РПСС, она никаким образом себя в этом отношении не проявила. Вот этот пассаж Ильдара Гильмуддинова о том, что давайте вернем в паспорта графу национальность, я считаю, что это была скорее инициатива самого Гильмуддинова, да, где он хотел каким образом как-то, не знаю, показать лояльность, что ли, Единой России, да, по отношению там, к национальной республике. Ну, подожди, я поправлю, то есть ты имеешь в виду, почему он завернул эту тему? Да, завернул, да. Нет, почему он ее как бы вроде как из небытия вновь вернул, я почему говорю из небытия, потому что даже мы, национальные активисты, да, практически деятели, да, общественное национальное движение, мы про это графу уже очень редко упоминаем, потому что мы все-таки видим, что есть такие более глубокие темы, да, которые нам, скажем так, более первоочередные, хотя, в принципе, сама идея в целом, я считаю, что она неплохая идея. Я тебе больше скажу, мы имеем право обсуждать эту тему, депутаты имеют право это обсуждать, потому что у нас, есть статья в Конституции, которая дает нам право на выражение своей национальности документарно, вот, в документах. Да, и своей идентичной национальности. Да, у нас есть право конституционное. Куда вы, эти депутаты, засунули это наше право? В принципе, идея хорошая, но потому как эта идея дальше самого Гильмуддинова не прошла, и, как говорят
знающие люди, что его за это сильно пожурили, своей собственной же фракцией, своей, не только фракцией, даже в комитете по делам национальности. Там еще с Федерального агентства по делам национальности прилетела ответка, что отбой, все, да, нет. значит, это именно говорит о том, что это была инициатива самого Гильмудинова. Ну, видимо, в какой-то веке даже от Гильмудинова мы можем видеть такие хорошие инициативы, да, которые мы обеими руками только можем поддержать. Вот. То есть, за исключением вот этого пассажа, в принципе, ни одна партия, ни один кандидат так или иначе вопросы национальности, федерализма и так далее не упоминал. Что касается РПСС, Российской партии свободы и справедливости, да, то это партия новая. Я, конечно, понимаю скептицизм многих людей, да, которые говорят, что это спойлеры, но в конце концов, извините меня, есть гораздо более яркие спойлеры, да, которые явно видно, что они спойлеры, это раз. Во-вторых, спойлер спойлеру рознь. Я думаю, что даже те, которые системные, якобы системно-оппозиционные партии, мы даже их можем, в принципе, если не отнести к разряду спойлеров, то 100% можем отнести к разряду провластных партий, то есть скорее даже фракции Единой России, да, которая у нас, вот, помните, в середине 2000-х была такая идея, что в Единой России надо бы учредить свои фракции. Там. Татарскую фракцию? Ну нет, условно говоря, там такого социал-демократического направления, которое должен был возглавить такой партфункционер, как Андрей Исаев, если кто помнит, да. Была такая более консервативное направление и так далее, но эта идея быстро была зарублена, да, чтобы сохранить, как они считают сами идеологи партии, единство вот этой главной провластной организации. Но на сегодняшний день, в принципе, даже вот эти системные партии, системно-оппозиционные, в них никакой оппозиционности я уже, к сожалению, не вижу. И более того, если касаться конкретно национального вопроса, то как раз вот эти оппозиционные, системно-оппозиционные партии, они, наоборот, в национальном вопросе выступают даже чаще, по крайней мере, в публичном пространстве, даже более, скажем так, с более имперскими лозунгами, с более шовинистическими взглядами. Например, Ильнар? К примеру, да. Ну, если давайте пройдем по каждой партии. Системно-оппозиционные, у нас их 3. ЛДПР, Справедливая Россия, Компартия. Про ЛДПр можно не говорить, да, про ЛДПр можно плохо. не говорить. Жириновский, да, вспоминаем, как он отправлял татар и башкир в Монголию 90-е, все, и можно не вспоминать. Идем дальше. СРы, да, Справедливая Россия. Но в этой связи я уж не буду там касаться каких-то внешнеполитических вещей, про которые там у нас основываясь, вопрос о Крыме и так далее, основываясь на которых обычно у нас в стране объявляют, кто имперец, а кто нет. А вот просто последний свежий пример, да, эсеры перед этим выборным циклом, они объединились с партией патриотов России и партией Захара Прилепина «За правду». Но кто такой Захар Прилепин? Те, кто разбирается в российской политике, они знают, да, что это такой писатель, бывший нацбол и так далее, да, член. Да, давай вот проговорим, значит, про Захара Прилепина. Он в этом году, значит, отметился чем? Очень жестким медийным наездом на татар Сибири за то, что якобы они виноваты в том, что аэропорт в Тобольске не дают назвать именем Ермака. Наезд был жесточайший, там со всех медийных пушек просто били, по телеканалам тоже. Царьград тоже в этом участвовал, Егор Холмогоров, этот шайтан татарский, антитатарский, тоже участвовал в этой движухе. Значит, что там, татар обвинили в том, что, сибирских татар обвинили в том, что, значит, они чертовы сепаратисты, прогнулись под Госдеп и вообще хотят развалить Россию. Это всего лишь-то название аэропорта. Это всего лишь название аэропорта. Но самое главное, ты забыл о том, что и в Астрахани, когда пытались установить памятник Ивану Грозному, там тоже вот эти прилепинские соколы так или иначе были задействованы. То есть, здесь, в принципе, антитатарская позиция самого Прилепина ясна, но я бы ее связал не просто с антитатаризмом, а то, что это человек имперских взглядов. Он был одним из, скажем так, идеологов, практиков построения русского мира на Донбассе и всего остального. Да? Раньше он в стародавние времена был таким же писателем такой направленности, и сейчас вот он как раз такую шовинистическую нотку в такую размеренную, я бы сказал, партию под названием «Справедливая Россия» внес. И, в принципе... Ильнар, давай пока не торопимся. Значит, по поводу Захара Прилепина еще один момент заявляю, да, формулирую. Значит, движуху он решил сделать, что там, евразийское движение, новая Евразия. Ну, в общем, с вот этим вот институтом Льва Гумилева, да, вот такую платформу идеологическую решил, значит, предложить
интеллигенции, представителей коренных народов. В числе этих людей, которых решил идеологически рекрутировать свои сторонники Захар Прилепин, это значит наши ногайские и татаро-сибирские этномиссионеры, там Гульсифа Бакиева, Амир Мусаев, вы их знаете, я про них там передачи делал, свои выпуски. Вот, позиции там, конечно, четко. У нас Российская империя, вы все народы, подданные большой Российской империи. Зачем вы должны быть? Ну вот, смотрите, у нас евразисты, вот там Гумилев, вот он там за все ваше там национальное свое время топил, в то же время он наш русский, так сказать, идеолог евразийства. Вот. Не знаю, к чему это все может привести, но нагайцы очень мощно ошпарились, потому что их, значит, районный депутат Адлер Туркменов возмутился плакату Суворова. Адлера Туркменова исключили из партии. Это, по-моему, в Краснодарском крае. Да. Нет, это в Черкесске, что ли? Но не в Астрахани, это Не. и не в Дагестане, где нагайцев как бы Нет, есть нет. территория компактного проживания. В Черкесске, да. Все, значит, бортанули этого Адлера Туркменова, все. И, значит, все эти нагайские этномиссионеры, которые хорошенько приютились вот в этой платформе идеологической Новой Евразии, и слова в защиту публично не сказали относительно этого Адлера Туркменова. О чем это говорит? Слились. Слились, все, да. То есть, как бы, даже движуха Захара Прилепина — это жесткая иерархия, это неравноправие народов, есть главный народ, есть его герои, есть его интересы, есть где-то там вот нагайцы, там, ну да, пусть они там побухтят недовольны Суворовым. Да, это, если подытоживать, то есть по взгляду имперцев есть как бы государствообразующий народ, и он субъект, его интересы есть, первичный. А другие остальные народы России, они не субъекты, у них собственных интересов нет, а если эти интересы есть, то они противоречат общегосударственным интересам, поэтому им места не должно быть в политике, как они считают, и поэтому они с этим жестко борются. Но, закрывая тему Захара Прилепина, еще раз скажу, он нацбол, да, когда-то был членом ныне запрещенной в России национально-большевистской партии, это, наверное, обязательно надо сказать. Таким же человеком был, я напомню, кто? У нас великий идеолог тоже русского мира Александр Дугин, который точно так же был одним из идеологов этого неоевразийства и так далее. То есть о чем говорит? Тогда, когда мы, татары, слышим слово евразийство, в политическом смысле слова, да, то мы сразу должны понимать, что все это как на 99,99% это против интересов татар. Короче, это сразу такой вывод, да? Да. Просто это вот как бы, грубо говоря, да, видите, что в черный цвет, да, ну все, он черный цвет, как говорится, черным цветом в жару не выходи. То же самое, видите слово евразийство, евразийское движение, значит тем татарам, которым не безразлична судьба собственного народа в будущем, которым не безразлично наше место в 21 веке, вы должны понять, что с этими людьми, с евразийцами нам не по пути. Да. По очень многим причинам, я думаю, если будет интерес, когда-нибудь с евразийством мы рассмотрим более подробно, но вот вывод на этом остановимся. Да, Теперь... короче, не покупайтесь на эту дешевку под словом евразийство, вот это новомодное, да, вот там, я понимаю, там у татар есть какое-то теплое такое комплементарное отношение к Льву Гумилеву, но, ребята, давайте честно скажем, Лев Гумилев вообще-то очень жестко и негативно высказывался в адрес ислама в Золотой Орде. Никакой он особо-то и не татарофил. Давайте мы немножко наши розовые очки снимем. Гумилев — это достаточно сложная личность, да, в общественных отношениях. Но еще раз говорю, про это надо отдельно рассматривать. Просто как данность возьмем, что евразийство — это современная имперская идеология, которая противоречит интересам татар и других народов России. Я думаю, даже не просто других народов, но и в том числе и русского народа тоже надо признать, потому что, вот как настоящие русские националисты говорят, имперская идеология, имперство, оно на самом деле не обеспечивает и нормального будущего и русского народа. Вот так остановимся на этом. Теперь перейдем к нашему последнему, нашей последней и самой главной, как считается, системно-оппозиционной партии КПРФ. Ну, как правило, когда говорят КПРФ, обычно вспоминают, что это там... Это они считают себя преемниками КПСС, да, то есть преемниками большевиков, преемниками там Ленина, Сталина и так далее, да, постоянно пытается спекулировать на вот этой советской идеологии, даже я бы сказал на советской ностальгии. Но, к сожалению, на сегодняшний день
Компартия Российской Федерации, она очень далека вот в этом привычном нам понимании от вот этих советских идеологий. То есть от идеологии мы не только построение социализма, да, там, построение коммунизма, но даже и от вот этой привычной советских времен идеи о том, что там дружба народов, то, что ленинская национальная политика и так далее и тому подобное. Я здесь не буду углубляться в сложные перипетии, да, то, как, допустим, идеологи Компартии, они строили так называемую идею о русском социализме, это был в КПРФ, я не знаю, сейчас он есть, такой человек по фамилии Никитин когда-то, вот в конце нулевых он как раз эту идею придумал, русского социализма. Но это еще были цветочки, еще цветочками было то, что Зюганов постоянно ходил там в церковь, да, ставил свечки, говорил о том, что православие это тоже важно, что это не противоречит коммунизму. Ну, в принципе, это еще можно, в принципе, списать на некие такие идеологическую дискуссию внутри партии, да. Но для меня лично последней каплей по отношению вот к Компартии, КПРФ, в которой я когда-то состоял и... Ты в КПРФ был, да? да? Да, КПРФ был С какого года? очень долгие годы. Но формально был с 2008, фактически был с конца 2007 года, где-то до 2013. В 2013 году я ушел. Я просто для примера скажу, я немножко состоял в партии этого миллионера, правое дело. Кто еще у нас? Этот длинный, этот баскетболист любит еще. Футболистов. Прохоров. Да, вот. Прохоров. Я немножко состоял в этой партии, но видите, вот он. Но у нас идеологически, видите, это полностью он левак, раздельный, да. Я правый. Ну, я думаю, что это можно будет как-нибудь совместить. Не, у меня все, я этот завязал, я не верю. Ну вот идея, то есть вот для меня вот лично даже после того, как я вышел из Компартии по многим идеологическим причинам, ну в принципе в целом я относился так более-менее, скажем так, хотя бы нейтрально-лояльно. Подожди, Нар, а почему ты не вошел в коммунисты России? Ну, потому что это чисто спойлерская организация, это раз. Аккуратно, Ильнар, считается, на Айсина, скажем так, ладно, каюсь, это по мнению многих членов не только коммунистической партии, но и многих политических активистов в России, КПРФ, по их мнению, КПРФ, не да? только КПРФ, других политических организаций в России, считается, есть такое мнение, что коммунисты России партия это спойлерская партия, созданная, чтобы оттягивать голоса. Не скажу про татарстанское отделение коммунистов России, потому что я знаю, что там есть некоторое количество таких идейных людей, да. Я с ними лично знаком, потому что они когда-то состояли в КПРФ, татарстанском отделении КПРФ. Ну, как уж и все. Я их не могу сказать, что это какие-то там нехорошие люди, негодяи. Нет, в целом, многие из них вполне приличные люди, и на какие бы компромиссы они ни шли, в целом я могу сказать, что они идеологически заряжены. Но в целом сам проект вот этой партии, вот, по нему мнение такое. Так вот, для меня последней каплей было то, что Компартия, КПРФ, она стала инициатором введения в Конституцию, вот эту обновленную, которую мы год назад голосовали на пеньке, да, в трехдневном голосовании, инициатором введения туда пункта о государствообразующем русском народе. Да? А другие партии, вот это СССР и ЛДПР, не инициаторы, что ли? Они не были инициаторами. Конкретно вот этого пункта был, я прекрасно помню, ее первой инициировала Компартия. Она это вышла на ее сайтах. Они это инициировали публично. Я вот не помню, какая там конкретно формулировка была. Сейчас же в обновленной Конституции у нас формулировка, что русский язык является языком государствообразующего народа. Ну, то есть отсылка к русскому народу, хотя это напрямую не упоминается. Нет, там, да, там очень конкретно сложно. в Компартии как раз они выдвинули такую идею. И я еще помню весной, какого у нас, даже нет, осенью 2019 года, здесь в Татарстане проходил такой слет, да, который организовал Левый фронт и КПРФ. Я как раз там задал вопрос пришедшим туда депутатам Госдумы. Я говорю конкретно, как может быть марксистская партия, которая говорит, что она марксистская, что она подчиняется идеалам ленинской национальной политики о равноправии народов. Как вы можете выступать инициаторами вот таких нововведений в Конституцию? Они, конечно, быстро замялись, после этого сказали, ну мы еще только собираемся это обсуждать, мы донесем вашу позицию до руководства Компартии. Короче, и после этого я заметил, что уже на самом голосовании по Конституции они все-таки отказались за нее голосовать. Но, еще раз, инициаторами первые публично, вот, скажем так, выделения одного народа у нас в России в Конституции была именно Компартия. После этого я уже понял, что в принципе людям даже с левой идеологией в этой партии делать нечего. И поэтому на сегодняшний день
не учитывая еще того, что и в предыдущие годы из этой партии очень много людей ушло, а кого-то там оттуда просто вывели силком, исключили из партии. В этой ситуации я не могу назвать уже КПРФ ни реальной оппозиционной партией, ни тем более партией, стоящей на, как они говорят, ленинских позициях и так далее. Да? В этой ситуации на сегодняшний день ни одна из этих партий она не поднимает национальные вопросы и вопросы федерализма. Про РПСС, да, можно сказать, можно ее как угодно называть, некоторые называют спойлерами и так далее, но я могу сказать одно. По крайней мере, явных негодяев в составе вот этой, списке вот этой партии нету, да, кому были бы очень много таких конкретных предъяв, это первое. И второе, это единственная партия, которая выдвигает вопросы защиты прав народов России, право на сохранение языка, культуры и вопрос о федерализме. И плюс, конечно, там эта партия поднимает вопрос там, сохранения экологии, территории и так далее, да, равного распределения экономических ресурсов, в общем, такой направленной на большинство населения социальной политики. Но, еще раз повторю, это единственная партия, которая выдвинулась в Госдуму, участвует в нынешнем электоральном цикле, и которая выдвигает именно одной из программных своих целей, это защиту интересов народов России. И поэтому я, в принципе, считаю то, что даже несмотря на то, что, возможно, какие-то татары являются, допустим, да, там, либералами по своим предпочтениям, да, политическим, там, являются какими-то консерваторами, да, не левых взглядов, потому что РПСС это в целом левая партия, но я считаю, что вы все равно должны отдать свой голос за эту партию, хотя бы по той простой причине, что других партий, которые пытаются защищать интересы народов России, которые поднимают эти вопросы, других таких партий нет. Ну, так, давай, Нарс, прежде чем мы топить за конкретную партию. Я не топлю, я чисто, это называется здравый смысл. Если бы была какая-то либеральная партия, которая сказала бы, да, у нас есть народы России, у них есть субъектность, мы должны защищать их интересы, я бы сказал, тогда, ребята, хорошо, вот у вас есть РПСС, есть либеральная партия, выбирайте из них. Но так, у нас проблемы с субъектностью, с политической субъектностью татар, то есть татар никто в расчет не берет, когда там политические всякие вот эти процессы запускаются, партостроительство, выборы и так далее. У нас еще есть одна главная проблема, это проблема субъектности татар Башкортостана на идеологическом уровне. Давай, Нар, что у нас по кандидатам, которых условно с большой натяжкой, там, не знаю, к сожалению, натянуть можно было бы, что да, это вот представляет татар Башкортостана. Да, есть, конечно, среди кандидатов татары, которые выдвигаются в Госдуму, да, но, к сожалению, представителей татарского народа там нету. Я знаю, что были переговоры с некоторыми членами, точнее участниками татарского национального движения, которые хотели выдвинуться, допустим, от той же партии РПСС, но на них власти Башкортостана через работодателей там оказали колоссальное давление, и они, к сожалению, были вынуждены отозвать свои заявления об участии на выборах, да, то есть они были вынуждены уйти с этого федерального списка РПСС. Были, конечно, ряд других, скажем так, кандидатов татар, которые, конечно, не так сильно, скажем так, или вообще абсолютно не топили за татарские национальные интересы в Башкортостане, но которым я, допустим, сам лично, по личной инициативе мог бы симпатизировать, но они тоже, к сожалению, на этих выборах так или иначе не прорвались. Так вот Руслан Нурдинов из Чекмагурского района. Давайте начнем с другого человека. Это... с другого человека начнем. До Нурдинова. Нурдинов все-таки в итоге решил выдвигаться в депутаты райсовета, а не в Госдуму. Хотя изначально, конечно... Ну, хоть какие-то уже кандидаты. Да, ну у нас, вот я лично из кандидатов татарской национальности симпатизировал только Альберту Рахматуллину, который это известный активист социальный, он когда-то состоял в Компартии, организовал движение... Компартия КПРФ. Да, Компартии, да, в Башкирии. Его, по сути говоря, вынудили оттуда уйти. Организовал движение «Стоп Баш РТС», которое боролось с высокими тарифами на коммунальные услуги и так далее. Ну, известно... вот в этом году, да? Да, вот на стыке 20-21 годов. Ну, такой достаточно известный в политической тусовке Башкирии человек. Да? Он пытался выдвинуться от нескольких партий, но у него, к сожалению, не получилось. Хотя он, конечно, да, он не выдвигался, никогда не пропагандировал татарские национальные интересы, но чисто по-человечески я как бы ему симпатизировал, видя, что человек все-таки идейный. Что касается Руслана Нурдинова, да, вот он говорил о том, что он выдвинется в Госдуму, но потом он неожиданно решил ограничиться районным советом Чекмагушевского района, но там
по последним новостям, как мы знаем, на него там тоже накатили заяву, и в принципе его тоже с предвыборной гонки, да, сняли, да, учитывая, ну, говоря о том, что он там сотрудничал с некоторыми запрещенными башкирскими национальными организациями, да, сотрудничал с Башкортом, да, запрещенный в Российской Федерации, мы должны сказать, и ныне запрещенной Российской Федерации штабами Навального, да, ну, о том, что он якобы с ними сотрудничал, якобы являлся чуть ли не их членом. Поэтому я этот вопрос как бы абсолютно не рассматриваю, считаю, что как бы, в какой стране живем? Да, в какой стране живем, и мы, естественно, понимаем, что Нуруддинов при всех его плюсах и минусах, он, конечно же, не был членом ни той, ни другой организации, несмотря на то, что он там, возможно, лояльно отзывался о них. Но это послужило поводом, и его сняли. Да? Но Нуруддинова, к плюсам Нуруддинова можно сказать, что он один из немногих, который пытался все-таки некоторые татарские вопросы поднять, ну, по крайней мере, конкретно по стелам. Да? Он один раз выступил в СМИ, говорил о том, что вот эти стелы, которые установлены в 22 татарских районах Башкортостана, где прописаны какие-то мифические башкирские племена, что это не нравится местному населению, что не надо без согласия местного населения такие вещи ставить, которые разжигают национальную рознь. Но потом, конечно, к минусу Руслана я вынужден сказать, что он попытался дезавуировать свои слова после того, как башкирские активисты национально на него наехали в соцсетях, сказали, вот, оказывается, ты там предал наше дело на Куштау. Руслан да? Габасов наехал. Да, конкретно Руслан Габасов и Нуруддинов, он, конечно, он смелый парень, но смелые парни иногда бывают очень быстро ориентируются тогда, когда на них оказывается такое давление социальное. Да, мы с тобой смелые парни, нет? Ну да, ну в этом отношении, да, вот мне, допустим, абсолютно фиолетово, кто меня осудит, какие-то провластные активисты, башкирские, там, русские националисты, я на это не смотрю, потому что я считаю, что бегать за социальным одобрением это не всегда правильно, да, к сожалению, Руслан немножко так отодвинулся назад, но это его личное дело, я осуждать за это его не могу. Возможно, он посчитал, что с точки зрения политической тактики это правильно, но сам остается фактом, то, что Руслан один раз только Нуруддинов только заикнулся о каких-то национальных интересах татар, будучи сам татарином. Как мы видим, что его прошлые друзья, да, с которыми он когда-то боролся, там на Куштау, на других вещах, сразу же на него наехали. Хотя эти же самые друзья, башкирские активисты, они на каждом углу кричат, что они за единство татар и башкир, что нам надо вместе защищать свои интересы. Но даже вот такой невинный наезд на власти Башкортостана, это же стоило тому, что его как бы, позицию Нуруддинова осудили. К сожалению, других таких ярких каких-то, скажем так, политических активистов, общественных активистов, которые могли бы участвовать, хотели участвовать на выборах, уже нету. Слушай, Ильнар, а со стороны башкир, есть ли там какие-нибудь кандидаты, которые отвечали чаянием башкир? Ну, по чаяниям башкир там только у нас Вахитов, да, забыл его имя. Это бывший диктор БСТ, который в прошлом году во время событий на Куштау в знак протеста ушел с работы, да, уволился, так как, по его словам, он не мог в эфире работать дальше на государственном телевидении, где говорили дезинформацию о Куштау, о защитниках Куштау и так далее, где как бы поливали грязью, и он ушел. И вот он в этом году пытался собрать подписи, как заявляют его сторонники, он собрал 16 тысяч подписей, в основном в башкирских районах, да, по Салаватскому одномандатному округу, пытался выдвинуться таким беспартийным кандидатом, но его как бы, подписи забраковали. Да. В принципе, вот он мог быть таким представителем от, скажем так, башкир, да, от башкирского национального движения, но не системным. Системным там в Башкирии есть от башкир представитель, это Эльвира Айткулова, это председатель Курултая Башкир, которая везде, как раз на каждом углу, не только шлет словословие в адрес партии власти, членом которой она является, да, Единой России, в адрес Радия Хабирова, но и она является таким ярым, скажем так, проводником вот этой идеи башкиризации татар, да, и постоянно на каждом углу, тоже на башкирских всяких собраниях, мероприятиях всегда говорит о том, что башкирам там, надо отказаться от каких-то идеологических воззрений, надо поддержать нашего главу Радия Хабирова, потому что он национально ориентированный, что нам надо быть вместе башкирам, и тоже одновременно также занимается и этой этномародерской деятельностью. Да? Конкретно она является представителем самой, я считаю, татарофобской, это мое мнение, татарофобской организации в России, это Всемирный Курултай Башкир, это которая ответственна за вот эту политику башкиризации, да, вот эту установку стел, проведение вот этих
всевозможных мероприятий, изданий книг, пропаганду в СМИ, административное давление на татар, проживающих в западной части Республики Башкортостан. И вот сейчас она выдвигается в Госдуму, и, судя по всему, она, видимо, пройдет, потому что она выдвигается от «Единой России», место ее проходное, и тем более в этом округе Салаватском там уже не осталось каких-либо серьезных противников у нее. Я думаю, что, к сожалению, она, наверное, пройдет Госдуму. Да, насколько она, конечно, отвечает чаяниям нормальных, натуральных, настоящих башкир, это, наверное, вопрос. Это вопрос. Но еще надо самое главное отметить, что вот эти несистемные башкирские активисты, да, они, естественно, относятся к ней очень критично. Это понятно, да, учитывая весь ее бэкграунд, учитывая, что она является защитницей власти и так далее, да, но она, еще раз говорю, она пользуется поддержкой власти Республики Башкортостан, она опекает в том числе вот этих этномародеров, да, вот этих всех Юлдашев Юсуповых, Бердинов. Юлдаш Юсупов, кстати говоря, несколько месяцев назад он даже в Фейсбуке ввел агитацию, да, в соцсетях о том, что все башкиры должны голосовать за Айткулову. Когда у него спросили, почему, он без обиняков, надо отдать должное. Юлдаш, ты все-таки молодец, что говоришь правду на самом деле. Иногда говоришь правду. Не тогда, когда рассказываешь историю. Про историю ты всегда обманываешь, но когда ты высказался насчет Айткуловой, ты сказал чистую правду. Юсупов конкретно сказал, потому что она поддерживает движение без башкортлар и потому что она поддерживает наше движение. Конкретно имеется в виду движение за башкиризацию татар, за вот эту пропаганду и так далее. Он говорит, что мы, башкиры, должны поддержать, потому что она вот как бы движется в нашем фарватере. От себя добавлю, Ильнар, мы недавно выяснили, оказывается, в голове Айткуловой сидит вирус трибализма, потому что она была на Сабантуе в Муслюмовском районе. 3 июля. Да, и там, значит, заявила Муслюмовский район, это вотчинная земля иректинцев, табынцев, башкир, там все, это наша земля, мы здесь, так сказать, это наше все. Ну, за что, конечно, от меня получила воздушный поцелуй в виде видеоролика. Но это был хороший плевок, я считаю, что я, в принципе, я критикую, естественно, вот этих всех людей, да, башкиризаторов, но я считаю, что Айткулову мы должны даже в некоторой степени сказать спасибо. Почему спасибо, спросите вы, да? Ну, потому что иногда людей надо окунать в холодную голову, в холодную воду для того, чтобы они наконец поняли, в каком мире они живут. С людей надо снимать розовые очки. Те люди, которые приглашали ее туда, которые ее обслуживали в ходе вот этого муслимского сабантуя, и которые пытались с этими башкиризаторами, скажем так, установить контакты, они, наверное, думали, что вот теперь мы снова подружимся, снова станет у нас все хорошо, но она, Эльвира Айткулова, поставила всех на место, сказала, что мы плевать хотели на ваши мир, дружбу, жвачку. Круглые столы, да, всякие вот эти столы, вот да, встречи там всякими там сайтами сомнительными там, да, и так далее, встречи там всяких сабантуях, плевать мы на вас хотели, вот наша конкретная позиция такая, что татар Башкортостана мы хотим башкиризовать, и все, и мы от нее отходить не будем, мы не будем идти навстречу. Ну, спасибо на самом деле, Айткул, потому что, еще раз говорю, иногда такие люди, как Айткулова, они делают ту работу, которую на самом деле должны делать власти Татарстана, должны делать общественные организации татарские. И самое главное, они очень часто гораздо лучше, чем мы с тобой, открывают глаза, потому что одно дело, если скажет Ильнар Гарифуллин, если скажет Ильнур Ярхамов, мы все-таки люди как бы татарской национальности, мы можем быть заинтересованы. Другое дело, тогда, когда представитель самой главной башкирской организации как бы раскрывает все карты и говорит, что она думает, что они собираются делать. Короче, мы не увидели симметричный ответ, чтобы Василий Гаязович Шахразиев съездил в какие-нибудь, например, Туймазы и сказал: «Кадрлі татарларым, жанисапта татар булығыз». И бу безнең жир, татар жиры. Да. Ну, такого не было. Ну, то есть, еще раз говорю, это, к сожалению, вот наша привычка, то, что мы считаем, что вот среди татар, да, то есть мы считаем, что мы сможем всех обнять, в объятиях, как говорится, все растают наших и так далее, будут нам лояльны. Но это не так. Так. Ну, теперь давай мы... Давай, Ильнар, вот в принципе мы вам рассказали весь расклад по Татарстану, Башкортостану по партиям. Ильнар взял на себя 2/3 расклада, значит, по партиям и по Башкортостану сказал. По Татарстану тухло. Там я мало сказал. У нас еще хуже. Да, но мы вот когда с Ильнаром обсуждали тему нашего эфира и поняли, что, оказывается, это у нас взгляды-то расходятся. Ильнар считает, что политизация татар в современном мире нужна. Да? И я так понимаю, ты за тот тезис,
Если татары не займутся политикой, политика когда-нибудь займется татарами. А я считаю, что шуртума кирек нам это политика татарам, потому что политика это делается всегда грязными руками, политику никогда не делают в белых перчатках. Политика это когда ты сегодня дружишь, а завтра не дружишь, то есть это какое-то лицемерие. И ну какой нафиг может быть политика у нас в России, если мы 21 год живем при одном и том же режиме. Поэтому я считаю, что татарам политика не нужна, что в принципе в современном мире самое важное нужно, что татарам, да, это стать культурным и идеологическим субъектом, потому что политического поля ну нету у нас политических партий, да, все политические наши партии, в том числе системные, сидят на финансировании нашего госбюджета. Все несистемные партии выдавлены, Навальный сидит, все, нету политической субъектности и нафиг нам лезть в это политическое болото. Просто скажу, вот, например, цифровой мир современный, да, YouTube мир, да, у нас там есть Дудь, есть всякие журналисты, Караулов один раз наехал на Хабирова, все пищат, все помогите, спасите, а он всего лишь журналист, он всего лишь там что-то там негативный какой-то новостной фон прочитал про Хабирова, все, у всех там этот караул, спасите, Караулов мочит Хабирова, да. То есть современный мир, в принципе, татарам дает возможность влияния. В культурном смысле тоже можно быть влиятельной силой. Не знаю, может быть, люди моего поколения знают, ну вот такая есть группа Ice Peak, в принципе, я ее слушаю. Давай я немного Ее ФСБшники мочили, ну почему? Потому что она в принципе, рассказывала о том, что у нас происходит. Ну тогда вот ты в двух словах скажи, вот, что для тебя политика. Поэтому вот. А что не политика? Вот под политикой я имею в виду всю ту политическую конструкцию, которая у нас пока что есть в России, и эта политическая конструкция, она заточена на самовоспроизводство режима, на сохранение режима, и нету никаких интересантов политических, которые бы, не знаю, вышли бы из этой структуры, да, или бы рядом бы появились, которые бы сказали бы, будем конкурировать на политическом поле. Давай, поэтому сразу поставим все точки над «и». То есть, допустим, да, выборы это политика, безусловно, так ведь? Участие в выборах и так далее. Не участие в выборах это политика? Не участие в выборах, я думаю, да. Если сознательные, то есть не просто мне лень пойти до избирательного участка, и так далее, мне лень обсуждать выборы в России, а просто я не пойду. Хорошо, я тебе издевательский вопрос задам, Ильнар. Ну вот я вот просто... Лысина это прическа или нету? Лысина прическа, безусловно, потому что ты сам, как говорится, состриг себе волосы. Но это мы, конечно, шутим. Вообще в России, я, Ильнур, тебе скажу, нету сейчас, на сегодняшний день, в 2021 году, ни одной сферы жизни, где не было бы политики. Ну вот мы с тобой сейчас вот ведем стрим на YouTube. Да. В принципе, YouTube это одна из наиболее политизированных площадок в России. Поэтому у нас многие властьпридержащие мечтают просто, да, и либо если не заблокировать YouTube, то поставить его под полный контроль. Хотя, казалось бы, там есть не только вот такие YouTube-каналы, как Татары Мира, где какие-то общественные вопросы поднимаются, ну там есть какие-то кулинарные YouTube-каналы, там кошечки там, и так далее, собачки, где вроде бы политики никак не касается, но если мы возьмем хоть какой-то аспект жизни нашей, хоть какой-то экологический, культурный, вопрос там о выборах, он все так или иначе касается политики. Маленький пример. Вот, допустим, человек говорит, мне не нравится политика, политика это грязное дело. Но в один прекрасный момент в его дворе возводят, допустим, в большом городе, его возводят какую-то точечную стройку, да, какую-то большую свечку строят. Что в этом случае? Он начинает, конечно, бить набат, пытается привлечь внимание местных депутатов, которые отвечают за эту часть города, пытается привлечь внимание СМИ, обращается в правоохранительные органы и так далее. И что он в итоге видит? Что он оказывается видит, что вся эта система, она не работает, что на самом деле очень часто те же самые коррумпированные чиновники за многим олигархам строительным, да, дают возможность строить там, где те захотят, нарушая любые градостроительные экологические нормы. Это разве не политика? Это политика. Подожди. Потому что если бы в нашей стране работали нормально законы, работали бы институты, то этому человеку не пришлось бы даже
грубо говоря, поднимать свою пятую точку с дивана, а эти проблемы за него уже решили бы государственные структуры. Но это, к сожалению, не работает. Поэтому, еще раз говорю, человек захотел бороться за свой родной язык, за свою культуру вот, в национальном отношении, это уже политика. Человек захотел провести даже сабантуй, это уже политика, потому что в некоторых регионах, насколько мы знаем, даже проведение сабантуев татарских, это уже вызывает противодействие власти. Почему? Потому что они видят в этом политику. Вот смотри, вот когда ты говоришь таким образом, что политика есть везде, в принципе, ты наши все сферы жизни туда и загоняешь, получается. Да. Но я считаю, что в современном мире, вот ты вот несколько раз перечислил, значит, там экологическая повестка, да, там урбанистика, да, то есть, ну, вопросы городского строительства, градостроительства, вот эти все вопросы, да, они, в принципе, по идее, если вот там будут формироваться эксперты, специалисты, компетентные люди, да, и они не будут влезать в политику, но они будут сплоченные, представлять собой сообщество жесткое, да, и вот власти будут смотреть, вот Алла согласен, чтобы они политизировались. Поэтому, наверное, с ними нужно идти на компромисс. Но это потому что если такая проблема происходит, там, не знаю, у экологов, у урбанистов, то появляется соблазн, вот группа собралась, вот мы не хотим, чтобы этот дом был построен. Надо, чтобы вот с властями переговаривал какой-нибудь там человек, там, не знаю, там Саша Петров какой-нибудь, да. Они, значит, его туда делегируют наверх, он там становится потом переговорщиком, потом он становится там координатором, потом куратором, потом он главой, потом председателем организации, и все. Его номенклатура туда рекрутировала, забрала, и он стал опять политическим системным человеком. Это если он влился в эту государственную Да, он систему. влился в эту если систему. Он влился, а если он не влился? А вот я не знаю. Но в любом случае, вот, допустим, если мы берем вот этот маленький пример, да, точечных застроек, которые в городе, для каждого крупного города, это большая проблема, здесь то же самое видим. Это возникает здесь политическое действие. Люди собрались, пытаются оставить свои интересы, выходят на пикеты, устраивают где-то митинги, пишут петиции, пытается там заблокировать работу строительной техники, пытается привлечь внимание там каких-то СМИ, депутатов, возможно. Это все политическое действие. Хотя, возможно, с твоей точки зрения, это не политика. Вот смотри, вот урбанисты, они собрались, они свое эгоистическое желание протащили, продавили, надавили на властей, и все, ушли. Но не факт, что они смогли продавить. Там, например, где-то рядом разбушевались, скажем, экологи или зоозащитники. И тоже они там политизируются, но градозащитники, там урбанисты, они свое дело сделали, они ушли, они решают свои какие-то там системные проблемы. Все, они больше политикой не занимаются, они политикой занялись постольку, да, их вынудили, да. Ну вот я еще раз говорю. А ты говоришь, наверное, о том, чтобы мы всегда занимались политикой. Но я объясняю, я хочу сделать, то есть вот есть определенное количество людей, да, то есть вот такие, как ты, допустим, да, ну, с твоей позиции, скажем так, да, которые думают, политика мне не нужна, я смогу прожить без нее, это грязное дело. Но я еще раз говорю, российские власти, они построили такую систему, что они вынуждают граждан так или иначе включиться в политическую систему. Хотя, в принципе, вот даже борьба за экологию, борьба против точных застроек, борьба за, допустим, за язык, за сохранение языка, культуры в нормальных странах, цивилизованных, это не политика. Политикой там, как правило, считается именно участие в выборном процессе, попытка там выдвинуться в депутаты какие-то, да, попытка стать, допустим, президентом страны и так далее. А это чисто вот это называется общественная сфера, да, общественная деятельность, вот то, что вот мы сейчас называем. Но у нас в России вот градация между общественной деятельностью и между политикой, она очень зыбка, и она, я бы сказал, почти минимальна. И поэтому государство само нас вынуждает. Что мы в этом случае можем сделать? Мы в этом случае сопротивляться этому не можем по одной простой причине, что это влияет на нашу жизнь. Да? То есть если ты не борешься за сохранение вот такого маленького участка парка, который стоял в квартале от твоего дома, то и туда там будут возведены жилые дома, это означает, что последний кусочек зелени, последнее место, которое в этом большом шумном городе вырабатывало кислород, для тебя, для твоих детей, оно будет вырублено. И ты вынужденно борешься за сохранение этого зеленого клочка. Ты включаешься в эту политическую сферу. То есть государство, оно само заставляет. В этом случае, что мы должны дальше делать? Я считаю, что после того, как мы, допустим, оставили этот клочок земли, зелененький, да, или, например, или возвращаясь к нашему вопросу, хорошо, возьмем, например, другой момент. В каком-то городе Энском, да, татары пытаются построить мечеть. Им не дают. И то, там Москва. Москва, пожалуйста, да, Екатеринбург.
пожалуйста, Волгоград, пожалуйста, и много-много таких городов. Люди вынуждены политизироваться, они вынуждены использовать политические инструменты и так далее, чтобы отстоять свои религиозные интересы согласно Конституции Российской Федерации. Но они, как правило, очень часто не могут это отстоять, за редким исключением. Я знаю, только вот в Пензе был удачный случай, несколько лет назад они смогли договориться с властями, и то после противоборств в других местах это не удалось. То есть это там, где даже это удалось или не удалось, это у сознательных граждан, которые не хотели заниматься политикой, это приводит их к выводу о том, что нет, ребята, теми способами, которыми мы пытались это отстоять, это уже невозможно. Это значит о том, что нам надо пытаться протащить хотя бы одного депутата, какое-то местное ЗАГС-собрание. А что сделает этот один депутат? Нам надо пытаться надавить даже на власти, не обязательно продавить своего депутата, ну, допустим, на мэра какого-то определенного города, для того, чтобы заставить его прислушаться к нашему мнению. Это уже политика. Маленький пример у нас в Казани, да. У нас вот пытались в нескольких рекреационных зонах, да, вокруг Казанки построить жилые дома. Местные жители, экологи выступили против, и, допустим, да, частично где-то власти продавили, но частично во многих местах удалось отстоять эти последние клочки зелени, которые имеются, допустим, в той же Казани. Это политика, это, безусловно, политика. Люди не смогли выдвинуть своих депутатов, но они надавили на местные власти, вынудили их идти у них на поводу. Ну, более масштабные примеры, да, мы вспоминаем Куштау, который был год назад. Там, конечно, ситуация очень сложная, история сложная, по нему мы можем отдельный выпуск сделать, но так бы там ни было, общество надавило на власти, использовало все инструменты, которые было. Туда, конечно, включились и политические акторы, не могу сказать, что там только одно лишь общественность была, но тем не менее результат есть, гора была сохранена. Так, Ильнар, давай кратко, чтобы резюмировать твою позицию. Значит, ты считаешь, что политизация тех или иных сфер жизни, тех или иных общественных организаций, областей нашей жизни, города, она вынужденная и нужная. И нужная. И если касаться национального вопроса, еще раз говорю, вот у нас в 2017 году вновь всплыл языковой вопрос. Что нам тоже говорили власти? Не надо воевать, все спокойно, все нормально, мы просто внесем небольшую поправку, а потом, после всего этого, вы сможете даже в тех городах, где не было, допустим, татарского языка, жили компактно татары, вы сможете написать заявление, и вам откроют, пожалуйста, классы, а может и откроют и школу татарскую, и проблем никаких не будет. Что же мы видим по прошествии? И еще самое главное, и мы организуем фонд ратных языков в России, с помощью которого мы финансируем. Да. Что мы видим в итоге? Закон продавили, люди пишут такого рода заявления, пытаются открыть эти самые классы и так далее, да, то есть используют не политические методы, не политические. В итоге им отказывают, а отказывают на основании чего? На основании того, что в законе есть маленькая формулировка, если есть условия и возможности для, допустим, преподавания ратных языков. То есть в конечном итоге мы пытались уйти от политики, но в итоге в нее пришли. То есть некачественно принятые законы, некачественная политическая элита заставляет людей, общество возвращаться в политическую сферу. В общем, Ильнар, смотри, а вот есть еще такой же момент, да, люди же еще живут политическими убеждениями. Это понятное дело, вот мы с тобой сейчас обсудили тех людей, у которых есть свои проблемы, и они их хотят решить с помощью политики. Здесь у нас с тобой вообще нету точек расхождения, я тоже согласен. Ну, если у тебя нету других инструментов, политические инструменты, единственное, что у тебя осталось. Но есть политические убеждения. У нас сегодня татары тоже очень сильно разрываются всякими спектрами политических интересов. Есть татары-путинисты, да, представьте, есть татары-путинисты, есть и татары-навальнисты, есть татары, которые Ходорковскому верят, там, и все, и вот этот спектр, он на самом деле широкий. Есть татары-сталинисты. Татары-сталинисты есть, да, татары-коммунисты есть, татары, не знаю, социалисты, интересно, есть, да, нету. есть, конечно. То есть, и вот самая главная эта задача, вот чтобы мы татарские интересы соблюли, чтобы люди немножко поступили своими вот этими политическими убеждениями, своими политическими взглядами, сказали, да, нам это выгодно с точки зрения татар. Но нет такого, Ильнар. Политическая идентичность разрывает просто-напросто наш татарский народ на части. Я вот против этого топлю. Поэтому я считаю, что политические интересы вредны татарам. Политические инструменты здесь нормальные, но политические убеждения вредны татарам. Но я тогда попытаюсь сопоставить, скажем так, соединить твою позицию с моей личной. Да, проблема такая есть, но это, знаете, проблема в чем
из-за чего она возникла? Потому что у нас, у татар, как у субъекта внутри Российской Федерации, но в политическом смысле субъектность мы, я считаю, сохраняем в первую очередь в Татарстане и Башкортостане, из-за того, что у нас здесь именно в этих двух регионах нас очень много. Это происходит из-за того, что мы не сформулировали свои политические интересы. То есть конкретно в чем интерес татар вообще как народа, не в смысле как народонаселения, естественно, у народонаселения, у любого человека интерес такой, чтобы у него была высокая зарплата, место работы, крыша над головой, качественное образование, качественная медицина. Это объединяет людей любые национальности, но именно как субъект, как татар, что для нас важно, за что мы выступаем, что мы хотим. Это у нас не сформулировано, и поэтому в конечном итоге встречается условно татар-навальнист, татар-сталинист. Татар-путинист. Путинистов я не знаю, есть ли такие, нет, есть очень такие, редкие, я думаю, экземпляры есть, да. Они между собой встречаются, и они между собой дерутся, да, начинают ругаться и размежеваться по одной простой причине, что им никто, и навальнисту, и сталинисту, и путинисту, никто не сформулировал эти татарские интересы. А если даже и сформулировал, то он не донес до них. Если бы у нас был общий интерес, допустим, строительство суверенного Татарстана, богатой республики, где сохраняются все, не только наш язык, культура, где, в принципе, соблюдаются все наши национальные права, да, и так далее, то я думаю, что на определенном этапе и сталинист, и навальнист, и путинист, они могли бы между собой объединиться, допустим, при, разработке закона о языках Республики Татарстан, к примеру говорю, да. В других случаях они бы между собой стыковались, да, боролись, но в этом случае они бы объединились. Яркий пример, у нас обычно любят отсылаться к евреям, вот, допустим, когда строили государство Израиль, чаще всего самую активную роль там принимали участие, как правило, левые евреи, да, то есть евреи, которые состояли в каких-то левых организациях, левых партиях и так далее. Но помимо этого, там ведь были и другие, там были и религиозные направленности, да, те же самые такие ортодоксальные евреи, которые считали, почему надо возвращаться в Израиль, потому что это земля обетована. Естественно, какие-нибудь евреи, там, состоящие в РСДРП, да, в марксистской партии, которые не признают религию, которые против религии, они, естественно, с ними стыковались по всем вопросам. Но в вопросе о том, что у евреев должно быть свое национальное государство, они, естественно, объединились, и они не могли выступать друг Короче, против все друга. понятно, Нар. Ладно, я тебя понял. По-моему, мы Давай, здесь, давай, единственное, я должен все-таки сформулировать, какие все-таки наши интересы, да? мы не сможем их сформулировать. Нет, в двух словах я все-таки должен сказать. Давай, Вот скажи в два слова. условиях- Просто мы еще должны ответить на вопросы Обязательно наших ответим, мы ответим, мы комментаторов. быстро Давай. на них ответим. Давай, тезисно, кратко. Вот, тезисно. Вот мы сегодня рассматривали два региона, Татарстан и Башкортостан. Я все-таки, про Татарстан надо более глубоко говорить, я, наверное, долго не смогу. Скажу лишь одно, то что в Татарстане, несмотря на то, что это республика создана для татар, но сегодня существует масса проблем национальных, над решением которых, в принципе, все люди, и провластные, и оппозиционеры, они должны быть едины. И в создании, допустим, национального университета, это общий татарский наш интерес, в создании системы национального образования, и в том, чтобы Татарстан не отправлял 75% своих налогов в Москву. Это, в принципе, могли бы объединиться и навальницы, и путинисты, и сталинисты. Там нам надо объединяться с Башкортостаном, с Якутией Это и другой так далее. вопрос. По этому Теперь по вопросу. Башкортостану, да. Наш здесь главный тезис какой? Татары в Башкортостане должны стать политическим субъектом. Хотя мы к этому стремимся, но нам не дают. Единственное препятствие в этом отношении в чем? В том, что у татар в Башкортостане нет государственного статуса для татарского языка. Если бы мы смогли продавить этот вопрос, а я надеюсь, мы, когда изменится времена, все-таки сможем сделать, другого варианта для существования Башкортостана на нынешних границах просто нет, то в этом случае мы смогли бы стать субъектом, и в этом случае мы не только отстаивали бы свои интересы татар при открытии тех же национальных школ, допустим, да, национально-культурных вопросов, но и при распределении тех же экономических благ, да, то есть, допустим, в современном Башкортостане башкиры есть как политический субъект, да, и поэтому те же власти Башкортостана вынуждены разрабатывать специальные программы для развития территории компактного проживания башкир, допустим, тоже программа «Зауралье». Но для татар этого нет. Татары на сегодняшний день в Башкортостане это такая дойная корова, да, которая дает большую часть налогов. На западе Башкортостана, где живут татары, производится вся сельскохозяйственная продукция, добывается вся нефть, но татары от этого не имеют абсолютно никакого гешефта. Это именно проблема из-за отсутствия политической субъектности. Политическая субъектность у народов возникает лишь тогда, когда соблюдаются его национальные интересы. И вот с этого мы и должны начинать. Давай, Нар, поехали по вопросам. Давай. Так, Мирсаид Султангалиев, вопрос. Каким вы видите будущее решения вызовов, стоящих перед Татарстаном и Башкирией, в частности татар,
Но частично я начал отвечать на этот вопрос. А что там, бюджет справедливый Но распределение? если вообще объединить все национальные республики, и да и не только национальные республики, и области тоже, да, более справедливое распределение бюджета, да, то есть я считаю, что мы должны добиться того в будущем, да, то, что как минимум половина средств, которые добываются в каждом конкретном регионе, неважно, кстати говоря, да, это, скажем так, налоги поступают с дочерних предприятий каких-то крупных компаний, либо с компаний, которые зарегистрированы в этом регионе, но тем не менее 50% налогов должны оставаться в регионе. Это, я думаю, объединяет все субъекты Российской Федерации. И более того, я считаю, что в этом отношении и области, и края, и национальные республики должны быть в равных правах. Это первое. Второе. Если касается конкретно национального вопроса, я считаю, что в будущем Федерация, Российская Федерация, она должна строиться не только на принципах территориальной федерализма, то есть не только на том, что вот регионы, субъекты, республики формируют федерацию, но и на то, что народы формируют Российскую Федерацию, поэтому субъектность должна быть и у народов Российской Федерации. То есть неважно, татары, допустим, голос татар должен быть слышен не только татар, которые проживают в Татарстане, но и те, которые проживают в Башкирии, в Сибири, в Оренбургской области. Если эти народы также будут субъектами, согласно Конституции Российской Федерации, то в этом случае мы сможем отстаивать все свои жизненно важные интересы. Это особенно важно для татар, потому как только от трети до четверти татар в Российской Федерации проживает на территории Татарстана. Что касается Башкирии, как я еще раз говорил, да, здесь наша главная задача это добиться того, чтобы татарский язык обрел статус государственного в Башкирии. В этом случае мы сможем перейдем из разряда второсортного, третьесортного народа, который на сегодняшний день являемся в Башкортостане, равноправным русским и башкирам, и сможем, скажем так, отстаивать не только свои национальные, но и экономические и политические интересы. Без этого невозможно. Ну, кстати говоря, меня очень часто и нас с тобой, возможно, обвиняют в том, что мы там хотим разделить границы Башкортостана и так далее, да, топим за некий референдум. Но я еще раз нашим врагам, которые распространяют эту ересь, могу сказать одно. Я никогда не выступал за то, чтобы немедленно провести референдум и присоединить западную часть Башкортостана к Татарстану. Я лишь говорю о двух вещах. Первое, о том, что татары имеют на это право, если они захотят, проживающие в Башкортостане. То есть законное право провести любой референдум. Второе, я говорю о том, что даже три вещи. Второе, я говорю о том, что исторические предпосылки для этого имеются. И третье, я говорю о том, что этот вариант остается нежелательным, но он остается единственным в том случае, если татары не смогут отстоять свои интересы путем возвращения татарскому языку статуса государственной, и татары не станут равноправным субъектом в Башкортостане наряду с русскими и башкирами. Вот это всегда вот эти нюансы надо проговорить. Ну, я как казанский татарин могу сказать, что я не могу указывать ничего соседнему субъекту Башкортостану, делиться ему или нету. И вместе с тем я не могу принять решение там за место, значит, татар северо-запада Башкортостана. И запада. И запада. Хотят они жить в Башкортостане или нет, это личное их право, личный их выбор. Пусть это самовыражают. Я лишь казанский татарин, и алар миңа милләттәшләр, дуслар, кардәшләр. Так, давай дальше. Значит, Ильмен, так, он отвечает, видимо, Мирсаиду Султангалиеву. Пока Россия целостна, никакого решения не будет. Любой империи выгодны межнациональные трения. Опасно. Да, и продолжим. Но продолжаем. Видимо, тут комментатор решил немножко смягчить свой градус радикальности. Впрочем, нет гарантии, что эти проблемы не продолжатся и без России. Но без молчаливого покровительства России над башкирскими деятелями позиции татар в Башкортостане сразу станут на порядок сильнее. Интересная позиция, то есть комментатор считает, что за башкирскими националистами... Я здесь даже два тезиса вижу, да? Первое, то, что да, стоит Москва, вот то, что ты сказал, и второе, то, что даже в случае того, когда Москва, скажем так, по каким-то причинам, да, выключит свое влияние, да, то есть Россия, допустим, станет настоящим федералистским государством, да, то есть центр не сможет диктовать, эти проблемы татаро-башкирские исчезнут. Ну, в принципе, что могу сказать? Империя – это же, скажем так, состояние политической системы, то есть Россия, я думаю, может вполне сохраниться в ее нынешних границах, за что мы, в принципе, выступаем, да, помня Уголовный кодекс Российской Федерации, да, за целостность границ Российской Федерации. Но она может быть при этом и федерацией, и конфедерацией. Естественно, вот мы считаем, что вот эти два политические системы, федерация, федерализм или конфедерация, она как бы идеальна для
России для сохранения ее целостности, для учитывания всех интересов Ну и народов существование Российской Татарстана в пределах России, федеративность настоящая, реальная, наполненная смыслом и содержанием. Федеральность для Татарстана вообще норм. Разваливать Россию не надо. Да. Нам только федерализм нужен. Тем более, что большая часть татар проживает за пределами Татарстана. Но, естественно, да, в Москве некоторые круги используют, они, конечно, нагнетают эту атмосферу, помогают тем же башкирским властям, допустим, поддерживать ту башкиризаторскую политику против татар, унижать татар в национальном отношении, да, потому что если татары смогут обрести свою субъектность внутри Башкортостана, татарский мир, вообще татарская нация в пределах Российской Федерации, она станет 1000 раз сильнее, нежели является на сегодняшний день. Потому что Башкортостан — это ключевая территория для будущего татарской нации. И поэтому, естественно, укрепление татар в Башкортостане, оно невыгодно и некоторым московским кругам имперским. Но что касается того второго тезиса о том, исчезнут ли эти проблемы сами по себе, допустим, если завтра в стране воцарится федерализм, и вдруг там Москва перестанет диктовать свои условия и скажет: все, регионы, вы сами решайте свои проблемы внутренние, мы там платите налоги, а мы в ваши дела не влезаем. Даже в этом случае я понимаю, что эти проблемы сами по себе не исчезнут. Это есть проблемы, потому что есть поколение башкирской национальной интеллигенции, которые воспитаны на том, чтобы противодействовать татарам. Среди простого народа таких проблем нет, но элита башкирская в массе своей, она, к сожалению, заряжена этой татарофобией, и это, конечно, придется еще долго-долго лечить. Но в условиях демократии, в условиях политического плюрализма в Башкортостане, каким бы сильным ни было башкирское национальное движение, оно никогда не сможет навязать татарам свою волю по одной простой причине. То, что татар в Башкортостане очень много, мы там заселяем огромную компактную территорию, и при нормальном демократическом устройстве татары смогут отстоять свои интересы. И самое главное, на татар могут опираться и другие этнические группы, которые будут учитывать, бороться за свои интересы. Ильнар, мы это уже проговаривали. Давай сейчас кратко, тезисно, чтобы максимально большое количество комментариев мы смогли ответить. Значит, РПСС, профессиональные спойлеры, ну, как ты сказал, есть и более спойлерные партии. Но самое главное, спойлерами можно назвать любых. Самое главное, смотрите на действия партии, и второе, смотрите на их программу и на кандидатов. Вот с этих вещей, а так можно любую партию назвать спойлером. В общем, старые системные партии уже нагородили делов, особо хороших и нехороших, там фиг разберешься. А новые пока еще не успели накосячить. Поэтому, так, есть мнение, значит, Ильмян пишет, да, до этого Роза Люксембург писала про РПСС, сейчас пишет Ильмян. Есть мнение, что любая партия, приходящая в Думу, становится частью Единой России, поэтому отношение к любым партиям скептическое. И дальше продолжает он: вряд ли в России возможны независимые партии. 100% независимые, да, конечно, сложно сказать, да, по крайней мере, те, которые сидящие в Думе, но, как сказал один умный человек, да, политика — это искусство возможного, и, в принципе, если будет больше партий в Госдуме, если эти партии, между этими партиями и теми политическими группами, которые их протолкнули в Госдуму, будет какая-то конкуренция, в любом случае для нас, для татар и для других народов России это будет большой плюс. Поэтому, да, мы должны учитывать нынешнюю политическую ситуацию, да, она далеко не идеальна, но это не означает то, что мы должны сидеть на диване тихо, мирно и ничего не делать. Есть возможность, мы должны ее использовать. Так, дальше читаем. Ну, тут, скорее всего, это высказывание, Ильнар, да? Вы еще верите в честные выборы в России? Нет. У нас нет иллюзий. Мы знаем, как все выборы делаются. А кандидата, представляющего или татара, или, например, чуваши, ни за что не пропустят. Ну, скорее всего, наверное, татарина кандидата и чуваши кандидата пропустят, если он говорит представляющего, то есть тот человек, который идет с лозунгами защиты интересов того народа, из которого он вышел. Скажут, ярлык навесят, националист, да, и дальше. Так, ладно. Так, нам говорят: ребята, обсуждайте политику, отличный формат. Мы не против с Ильнаром обсуждать политику, но пока что-то вашей активности не хватает. Ребята, где ваши подключения, где ваши интересные мысли, комментарии? Очень вяло. Похоже мой тезис, что политика нафиг никому не нужна. Прям вот здесь, вот в чате и по количеству смотрящих наш эфир, она прям вот иллюстрируется. Ладно, дальше поехали.
Татарстане единственным языком должен быть татарский, и дальнейшая диверсификация республики. Так, хорошо, Давай, Магжанский. Ну, я давай отвечу. на Давай, вопрос. давай я ему еще вопрос задам. Да, что нам делать с половиной республики Татарстан в виде русскоязычного... А среди татар есть русскоязычные татары. Ну, я вообще... И русского населения. Да, то есть это у тебя практический вопрос, что с ними делать. Я вообще, мы как все нормальные люди, да, скажем так, демократических взглядов, мы всегда выступаем за то, чтобы учитывались интересы всех народов. Естественно, русские это крупная этническая группа. Мы сейчас не выясняем, каким образом они здесь оказались, в какие века, в какие ситуации, но на сегодняшний день они есть, у них есть тоже свои интересы, в том числе языковые, политические, и не учитывать их нельзя. На самом деле, еще раз говорю, при равноправии, да, при равном положении, хотя бы в пределах Татарстана как минимум, и Башкортостана в том числе, да, то русского, татарского языков, я вас уверяю, дорогие мои зрители, то что не те проблемы, которые у нас сейчас стоят перед нами, их просто не будет. Нам нужно всего лишь равноправие. Нам нужно стараться пресекать вот эти лишние, скажем так, даже в некой степени игнорирующие интересы других народов такие высказывания. Почему? Потому что мы, татары, всегда боремся за равноправие. Нам не нужны национальные привилегии, нам не нужно угнетать остальные национальности. Просто дайте нам возможность использовать те деньги, которые мы с вами вместе зарабатываем, дайте использовать это для нашего будущего, для нашего воспроизводства. И все. Других вопросов нет. И в конце концов, любая нация, которая живет в Татарстане, несмотря на то, что Татарстан является национальной республикой, да, для татар, тем не менее, у них, сообразно их численности населения, всегда должна быть возможность для сохранения и для отстаивания своих национальных интересов. Так, ладно, значит, некое евразийство для русских, ну, тут, наверное, видимо, стебаются над тем, что мы там хорошо раскритиковали нынешнее евразийское движение, которое ни о чем. Мы даже можем тезисно один раз как-нибудь сделать эфир. Я думаю, когда вот перепись закончится, как-нибудь вот, когда мы... Да, разнесем евразийство. Это очень важный вопрос, на самом деле. Да, а то я знаю, к сожалению, есть татары, которые увлечены вот этим евразийством. Так, ладно. Дамир Набиев, по-моему, да? Вот у нас очень, значит, постоянный наш зритель по-татарски спрашивает: «Уф, брасан халдым, Ильнур, ты карауловну карадыгызма?» Я тебе скажу, да, он мне прислал, да, видео, вот Караулова. Там суть в чем? Там, значит, рассказывается вот эта вот технология накруток, технология голосований. Ну, не знаю, Дамир, мы не в первый раз в России живем. По-моему, это уже никого сегодня не удивляет, что... Это... Как считают у нас голоса? Ну, раз Дамир Набиев задал вопрос на татарском языке, я все-таки отвечу. Давай. Нинди видео турында сүз бара. Бу Башкортстанга багышланган яки бүтән микән? Yok, анда башка видео, анда кайбер кандидатлар, кандидатлар силер ничек менә сайлаулар вакытында тавышларны анда язганнар, тегеләй булай, анда накидывали голоса, там, в общем, кандидаты жалуются, но в принципе мы знаем, поэтому вот и я выстраиваю свою позицию, что нам не нужна политика. Ну, все понятно, там главное же, как считают, а не как проголосуют. Это уж со Сталина идет. Что поделать? Ну, не знаю, мы 100 лет, по-моему, живем в таком режиме. У нас небольшие такие бывают всплески демократии настоящих выборов, но нам потом это все сворачивают. Так, ладно, караул мы разобрались. Да, тот же Дамир Набиев соглашается. Гумилевның беренче китапларын гына укырга була. Дөрес әйтәсез, Урыс империясен алга сөрә. Әлбәттә, Шулай. Так, Прилепин как раз сейчас участвует в нацистском шабаше, пропагандистской программы «Время покажет». Вообще не в курсе, это, скорее всего, наверное, что-то из телевизора, да? Это Первый канал, по-моему, да? Ой, у меня дома нет телевизора. Это, по-моему, как там один десантник, да, который говорил, что он убил человека, не помню его фамилию, да, время покажет. Дуслар, пожалуйста. Ну, в принципе, понятно, раз такие люди ходят на такие пропагандистские передачи, все понятно, да, что это за качество кандидата. Выключайте ваше телевидение, подключайтесь к Ютубу. И смотрите «Татары мира», не распространяйте самое главное. Да, вы не добавляйте рейтингов и просмотров этим дурацким передачам нашего телевизора. Все, телевизор погиб. Вот у меня есть несколько знакомых людей, которые старше 55 и 60 лет, и они прям так говорят: «Ильнур, я перестал смотреть телевизор». Прям вот так мне заявляют. Я теперь читаю, ну, либо Яндекс Новости, либо сижу на Ютубе. Ильнур, дай мне рекомендации, какие YouTube каналы смотреть. Все, рано или поздно
дуслар, иптәшләр, милләттәшләр, біз ютубта бұл телевизорны жеңәбіз. Кстати говоря, татары недавно тоже очень сильно отвернулись от телевидения после вот этих вот речей Ильшата Аминова про баранов и так далее, животных. Ильшат Аминов, конечно, да, немножко загнул. Да. Хотя мне казалось... Что загнул? Перегнул. Перегнул, да, имеется в виду, Ильшату Аминову надо было немножко, конечно, осторожнее выражаться. Хотя, конечно, он, наверное, пытался выразить свою личную позицию, так, надеюсь. У нас с Дамиром Набиевым мы прям вот на одной волне, он говорит, да, именно КПРФ инициировал о русской нации как главном. Ну вот ты это все это сказал. Да. Так, в Думе только одна партия «Единая Россия» и ее придатки. И ты абсолютно прав, Ильмен, конечно. В нынешней Думе, да, по крайней мере, да. Вообще, так, а как партия Максима Шевченко, значит... РПСС, Российская партия свободы и справедливости. Да, там, значит, за всю татарскую движуху отвечает Дамир Абу-Исхаков. В этой партии он наш представитель. Так, вы молодцы, держите планку. Слишком много воды, давай по делу, Наиль Сабиров. Ну, давай ты сам что по делу-то напиши. За конкретные вопросы задавай, мы ответим. Значит, Солнцепек. Говорят, башкиры и Нагай будут голосовать за ЛДПР. Это правда? Ну, не знаю, надо у самих башкиры и Нагайцев спросить. Да, но я думаю, самые отмороженные только башкиры могут голосовать за ЛДПР. Нет, там же... Надеюсь, таких нету. Там даже нагайские этномиссионеры за Прилепина есть, может, они за Справедливую Россию будут голосовать. Ну, не знаю. Важно. Так, если уже путинской пропаганде удалось натравить русских на своих братьев-украинцев, то натравить русских на татар и башкир будет еще проще. Ну вот, наверное, нашим выдохом. В принципе, натравить, да, попытаться натравить можно на кого угодно, но еще раз скажу, никогда, запомните, ребята, я как этнолог вам могу сказать, никогда не бывает нигде межнациональных конфликтов на пустой почве. Вы можете потратить миллиарды долларов, вы можете использовать любые инструменты, но если там, где нет проблем, вы на пустом месте проблему никогда не создадите. Прежде всего, должна быть реальная проблема, потом эту проблему нагнетает, увеличивает, не пытается решить, и в итоге мы получаем межнациональный конфликт. В той же самой Украине, да, несмотря на то, что, я думаю, даже самые отъявленные, допустим, украинские патриоты, да, они вынуждены, наверное, признать, что все-таки проблемы были. Другое дело, что они, наверное, считают, что на проблему надо было решать другим способом. Это да, скорее всего, да, но проблема она есть, эти проблемы поэтому надо решать. И вот то, что мы с вами говорим, это же на самом деле мы делаем услугу не только своим народам, мы на самом деле делаем услугу большому государству, потому что мы за него пытаемся предотвратить эти межнациональные конфликты. Так, Солнцепек пишет, политический активист и социально-бытовой активист – это как небо и земля. Ну, в принципе, мы с тобой согласны, да, что тот активист, который вот на земле работает, да, реальные проблемы решает, и политика для него лишь инструмент для решения своих проблем. Ну, по-другому никак, а вот политический активист, который занимается политикой только ради политики, он пуст, согласен. Так, Роза Люксембург, Зульфия Гайсина татарка и позиционирует себя как татарку. Ты знаешь, я не знаю. Кто такая Зульфия Гайсина? Ну, Зульфия Гайсина, насколько я знаю, она секретарь Совета по правам человека при главе Республики Башкортостан Ради Хабирове. Да? Она была когда-то сторонницей вот этих движений Ходорковского. Потом была ну как считают, была спойлером на выборах главы Республики Башкортостан Ради Хабирова. После этого ее поставили секретарем вот этого СПЧ. Ну не знаю, я насколько знаю, она, как с ее слов, да, где-то она, по-моему, даже говорила о том, что она училась в башкирской гимназии в Уфе. И когда-то вот это, когда начался этот языковой конфликт в 2017 году, и даже тиражировали ее слова о том, что я за башкирский язык, там типа глотку вырву, да, и так далее. Поэтому говорить о том, какой национальности, я точно не могу, но в то же время, да, учитывая, да, по антропологическому типу, она, конечно, больше смахивает на татарку. Ну, все-таки национальность человека определяет сам по своему самосознанию, и, возможно, в ближайшем окружении она говорит по-другому, но внешне она позиционирует себя башкиркой. Но еще раз говорю, здесь ничего удивительного нет. В Башкортостане, к сожалению, создана такая ситуация, что заявлять о себе как о татарине, отстаивать татарский интерес в современном Башкортостане – это
смерти подобно, потому что ты начинаешь испытывать сразу же давление со всех сторон, как со стороны власти, так и со стороны части оппозиции. Так, Тоже, Ильнар, пожалуйста. не успеваем, давай вопросы. Да, нормально, Не времени у нужно- нас достаточно. Ну, слушай, 1,5 часа, потом люди должны же в записи это еще посмотреть, дать им возможность. Так, ладно, давай про умное голосование, безумное голосование, надо своей головой думать, но это, наверное, сторонники Навального. Вот про умное голосование пишут: отдам свой голос за любого, кто против Единой России. Ну, в принципе, это тоже позиция, с ней можно согласиться. Да, значит, так, не надо всем идти в политику, но интересоваться надо обязательно. Ну, согласен, политикой, конечно, интересоваться можно, но, по-моему, она у нас скучная. Но я чтобы ей считаю, интересоваться. в принципе, интересоваться надо обязательно, потому что политика, в конце концов, определяет вашу жизнь и будет определять будущее ваших детей. Интересоваться надо. А то, с каким образом заниматься, да, там идти на выборы, голосовать или становиться самому, там, допустим, членом какой-то организации или партии, это уже выбор каждого человека. Но, еще раз, моя позиция, отличная от позиции Ильнура, то, что татары должны быть в политике, и татары при любой ситуации должны всегда учитывать татарский интерес и быть субъектом. Так, нужно много татарских блогеров с татарским сознанием, пишет нам Ильмен. Продолжает он. Согласен на все 100%. Сам запираюсь запилить блог. Ребята, вообще без проблем, делайте ваши проекты на YouTube, потому что YouTube так устроен, что если вы просмотрели видео, где там татары обсуждают или на татарском, или за татар, он предлагает, рекомендует такое же видео, наверное, с соседнего канала. Поэтому нужно делать побольше татарских блогеров. Так, ну, евреи нормально, они обычно за демократию, а вот русских обычно заносят именно в империализм и шовинизм. Ну, не знаю, мне кажется, политические убеждения, они не сильно-то и проистекают из Ну, здесь надо просто понять, что в национальности. политике бывает, что вне зависимости от национальности люди иногда говорят то, что выгодно, да? Ищут или социальное одобрение, Да, и еще не забывайте, или административное. эти политики, они такие конъюнктурные, вот им выгодно что-то вот сейчас говорить, они будут так говорить. Давай, Ильнур, не будем обобщать всех политиков, скажем так, провластные политики, да? Это все политики. Ну, не все уж. Так, вот, ладно, хорошо. Так, татарским блогерам нужно делать взаимный пиар. Хорошо, ладно, давай. Что-то у нас тут про татарских блогеров. Так, всех там еврейский народ. Так, Михрютка, тут уже между собой общаетесь. Так, евреи должны поговорку придумали. Татары. Да что такое, ребята? И дайте по теме. Давайте не будем трогать евреев, да, в конце концов. Будем в первую очередь говорить о татарах. Так, если у народа стоит вопрос сохранения родного языка и культуры, то этот народ пока что не будет думать о суверенитете, вот поэтому татар-тель нападки идут. Ну да, то есть здесь, в принципе, наш слушатель как раз и говорит о том, что язык, культуру все может сохранить только в том случае, если народ будет бороться за суверенитет. Но здесь не надо забывать, что татары живут во многих других субъектах, и там они, естественно, там, допустим, живя где-нибудь в Челябинской области, они не могут бороться за суверенитет Челябинской области, но они могут и должны бороться за общий татарский интерес. Так, вот здесь не надо забывать о них. Так, я на этот вопрос отвечу кратко. Значит, вопрос такой. Нам, Михрютка говорит, да, нам, нижегородским татарам, вообще непонятно трение между татарами и башкирами, кто заинтересован в разжигании вражды между ними. Ответ напрашивается сам с собой. Я тебе скажу, почему нижегородские татары не знают никаких проблем с башкирами, потому что между нижегородскими татарами и башкирами стоят казанские татары и татары северо-запада Башкирии. Скажи спасибо нам, буферной зоне, что ты не знаешь никаких проблем с башкирами. Да, сидя в нашей Нижегородской области, это, конечно, трудно понять. Умный такой нашелся, сидит. Ну, вопрос просто очень сложный. На самом деле, смотрите наши эфиры, наши видео, и вы, наверное, поймете, в чем здесь проблема. Кому из татар непонятно трение с башкирами? Да, опять. Это все нормально. И, кстати говоря, ребята, вот сразу хочу сделать заявление. Наверное, я сделал небольшой видеоматериал. Нам нужно уходить от понятия татаро-башкирский конфликт, распри, разборки. У татар татаро-этномиссионерский конфликт. Вот так вот. Не надо, нормальные башкиры, они не этномиссионеры. А вот ребята этномиссионеры, не все башкиры, кстати говоря. Этномародеры, я бы даже сказал. Да. Так, референдум по крымскому сценарию, кто еще больше ждет межнациональную вражду. Ильнур, ты, видно, устал, кто-то мне пишет. Да, ну, потому что ты же сказал, время заканчивается, поэтому. Я вообще-то думаю о тех, кто будет смотреть записи. Так, ладно, вопрос к теме. Скажите, пожалуйста, если такая ситуация будет
с татарами Башкирии, как сейчас, административный запрет татарам, как не имеющим статус госвоа. Как вы видите в будущем роль татар? Так, по-моему, мы уже на этот вопрос отвечали. Ну, в принципе, нет. Всякое может быть, да. Мы здесь можем сказать, что нынешняя политическая система может сохраниться еще там на десятки лет, но я считаю, что десятки лет не будет сохраняться, я думаю, дело в нескольких годах, максимум 5-6, 10 годах и все. Через 10 лет мы точно будем жить в другой стране, я вас уверяю. А если до того времени, пока мы эту другую страну мы не получили, мы, значит, должны в Башкортостане, татары должны не уезжать по возможности, оставаться жить здесь. Это раз. Второе, мы должны отстаивать свои мелкие какие-то местные интересы и, естественно, должны крепить внутреннюю, скажем так, солидарность внутри татарского сообщества в Башкортостане, в первую очередь, и готовиться к будущим событиям. Вот тогда уже мы сможем проявить себя. В нынешней ситуации, да, конечно, глобально мы изменить ничего не сможем, к сожалению. Но о будущем не надо забывать никогда. Так, здесь опять какие-то есть разборки между собой. Дамир Набиев, кстати говоря, пишет: Шевченко тоже странный человек, у него 7 пятниц в неделю, почти не знает этнографию, историю, говорит шаблонами, которые выучил. Мне кажется, ты просто очень внимательно и под микроскопом следишь за Шевченко. Нужно понимать, что он политическая личность, и ему просто приходится много говорить. Поменьше надо его читать. Раз в неделю Шевченко не будет передозировкой. Ну, на самом деле, просто еще раз, вот наша проблема вообще людей, наверное, да, то, что мы слишком, скажем так, мы быстро возводим всех кумиров, да, мы считаем, что вот есть наш кумир, и он должен быть либо идеален, либо вообще никак. Люди есть, люди ошибаются часто, и надо делать неправильные вещи. И, кстати, Шевченко, насколько я знаю, он сам тоже говорил, что многие вещи пересмотрел и во многом ошибался в какие-то времена раньше. Ну, вот. К сожалению, так происходит. В принципе, наверное, думаю, пора закругляться. В общем, давай, Ильнар, тезисно, вот буквально в 3 предложениях, значит, какое у тебя резюме, а потом я закончу. Да, ну, наверное, резюме, да, в первую очередь, когда вот первое по нашей нынешней программе, что политика — это не только участие в выборах, да, выборы, к сожалению, у нас часто это искусственный процесс, но политика — это борьба и за наш язык, за нашу культуру, за наши экономические интересы и за единство татарского народа. Также скажу так, те татары, которые вступают или находятся в каких-то политических организациях, партиях, общественных движениях, вы никогда не должны забывать, что вы татары. И всегда, когда вы боретесь за что-либо, вы должны в первую очередь задавать себе первый, самый главный вопрос: а как это соотносится с интересами татар, да? То есть не вредят ли они? Иначе, если вы не будете задавать такие вопросы, вы всегда в конечном итоге будете работать на интересы других народов, других этносов, но в ущерб интересам своему собственному народу. Следующий тезис. Я считаю, что нам, татарам, в конце концов, нужно как-то заявить о своих общих интересах, общетатарских, потом интерес, допустим, татар Татарстана, татар Башкортостана, и каждый политически интересующийся политикой человек, он должен, еще раз, татарин, он должен соотносить все свои движения, слова, публичные действия и непубличные действия именно с этими интересами. Они, если помогают реализации вот этих интересов татарских, то он должен в это дело включаться. Если не помогает, не включаться. Вот яркий пример события годовой давности на Куштау. Тогда, когда сама идея, допустим, сохранения Куштау, она была, естественно, хороша, но, как мы видим, в конечном итоге политические дивиденды получили очень часто те силы политические, которые относятся враждебно к татарам. То есть татары участвовали в защите Куштау, но в конечном итоге свои плюшки политические получили те люди, которые борются против интересов татар. И поэтому, подытоживая все свои слова, я должен еще раз сказать: татары, политики, не бойтесь участвовать в общественной жизни, политической жизни. У себя в России, у себя в регионе, в республике, в области, в районе, в городе и так далее. Не забывайте, что татары — это политический народ. Мы всегда строили государство, мы всегда, где бы мы ни находились, мы никогда не жили в таком закрытом сообществе, мы всегда интересовались, что вокруг нас. И поэтому в будущем я считаю, что наш ключ к сохранению как нации, как политического субъекта, и ключ к тому, чтобы у наших детей, внуков было будущее, это в том, что татары не должны бояться высказывать свою позицию, не должны бояться защищать свои национальные интересы и не должны бояться идти в политику. Но никогда не забывать, что они татары, и татарские интересы для них первичны. Так, ладно, в общем, Ильнар много чего сказал, что я хотел сказать.
Я скажу лишь кратко, у меня одно предложение. Алла Берса, и это болото должно закончиться. Все, Ильнар, спасибо за интересную беседу. До скорых встреч, ставьте лайки и смотрите наши Да, и видео. обязательно подписывайтесь.